Подразделение ФСБ России по Ингушетии арестованы члены подпольной группы, занимавшиеся незаконной аффинацией золота. Лаборатория находилась прямо на дому. По мнению следствия, дневной оборот составлял 2,5 килограммов золота или более 5 миллионов рублей. Напоминаю, в день. Приговор алхимикам вынесли в Джейракском районном суде. Эксклюзив от Алексея Ковтуна. Глядя с улицы на эти скромные ворота и ничем не примечательные дворовые постройки, вряд ли кто догадается, что они скрывают настоящее золотое дно. Вот, кстати, и оно. Тазик с золотоносной породой, уже выплавленный в самодельном тигле благородный металл. Вроде бы немного, но при цене за грамм от 2 до 2,5 тысяч рублей золота на этой тряпице хватит на покупку новенького Гелендвагена. Значит, Россия у нас по официальной статистике добывает официально где-то около 250 тонн в год. Соответственно, объем нашего цеха, который мы прикрыли, так сказать, позволял перерабатывать до 1 тонны. Аффинажных заводов в России, по-моему, 4 или 5, могу ошибиться, но их немного. Соответственно, золото, которое находится в теневом обороте, обрабатывается только вот на таких небольших аффинажных предприятиях. Ну, объем и стоимость можете примерно посчитать. Итак, золото. Желтый металл платиновой группы за номером 79 в периодической таблице Менделеева. В отличие от железа или, скажем, алюминия, золота на Земле очень мало, и оно всегда в цене. Государства хранят в нем запасы на черный день, простые граждане украшают им руки, шеи, дома и автомобили. Сколько драгоценного металла при этом крутится в теневой добыче, остается догадываться. Но есть технический нюанс. Золото мало добыть, надо еще и выплавить. Государственных аффинажных заводов по пальцам перечесть, и вход туда для черных старателей закрыт. Вот и везут они породу к умельцам, таким как Магомед Нальгиев. На кадрах оперативной съемки его подпольная лаборатория выглядит неказисто, но первое впечатление обманчиво. Чистота выплавленного здесь металла соответствует самой высокой, 999 пробе. Засыпать чем? Это что? Это гидрозин, порошок. Потом минут 20-30, если что есть, посадят. Вот так буднично проходит подпольный аффинаж. Чтобы добыть чистое золото из породы, его растворяют в жидком броме, водном растворе цианида и прочих ядовитых и неприятно пахнущих химикатах, которыми буквально забита подсобка нашего нелегального алхимика. В этих канистрах несколько тонн реактивов. Словом, дело это не быстрое, но вот финал работы уже остывает в керамическом тигле. Эти 2,5 килограмма желтого металла, по мнению следствия, итог лишь 1 дня работы подпольной лаборатории. Фактически бы задержали 2 человек на месте, да, то есть кто непосредственно участвовал в процессе. Но нужно понимать, что это как небольшое обособленное подразделение очень большой и разветвленной такой сети, именно которая начинается от скупки золота, доставки, переработки. Но золотой ручеек из Назрановского района больше не подпитывает теневой рынок драгметаллов. Джейракский районный суд уже вынес свой приговор пойманным с поличным золотодобытчикам. И это должно стать тревожным звоночком остальным участникам преступной схемы. Вы нелегально добываете золото? Тогда эти ребята в камуфляже придут и к вам. Алексей Ковтун, Новости 24.